70-летию Великой Победы была посвящена встреча губернаторов Центра России, которая прошла сегодня в Ярославле. Каждый регион разрабатывает свою программу праздника, включая помощь ветеранам Великой Отечественной, проведение памятных мероприятий, приведение в порядок мемориалов. Каким он будет День Победы 2015 по замыслам губернаторов, знает Нина Свечникова. Праздник провести глубоко, содержательно, творчески и сердечно. Такое напутствие от президента передал губернаторам полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов. В заседании Совета ЦФО приняли участие руководители всех областей Центра России. 70-летний юбилей особенная наша с вами дата нашей страны. Весь 2015 год будет проходить под знаком Победы. За 70 лет выросло уже несколько поколений россиян, которые, к счастью, знают о войне только по книгам и кинофильмам. Это нормально и естественно. Человек не должен в мирное время жить войной. Но при этом каждый человек, особенно молодой, должен жить с важным ощущением, чувством великой страны за спиной. В преддверии юбилея Победы в российском календаре появилась еще одна памятная дата. 3 декабря теперь будут отмечать День неизвестного солдата. Решение об этом принято депутатами Федеральной Госдумы. Это будет день поминовения всех погибших в Великую Отечественную. Он связан с тем, что 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на окраине Москвы и торжественно захоронили в самом центре столицы возле Кремля в Александровском саду. Время до юбилея остается немного, и все мы понимаем, темпы подготовки к 70-летию Великой Победы должны быть высокими по всем направлениям работы. Это вопрос принципиальный, дело чести каждого россиянина. Это была великая победа всего народа, поэтому и праздник должны ощутить в каждом городе, в каждой деревне. Губернаторы обратились к присутствовавшему на заседании заместителю министра обороны с просьбой оказать содействие в организации на местах своих парадов победы. Но основное торжество, конечно, пройдет в столице. Туда поедут по одному ветерану от каждого субъекта федерации. Основным событием всех юбилейных торжеств станет военный парад в Москве на Красной площади 9 мая 2015 года. В нем примут участие более 15 тысяч военнослужащих вооруженных сил, других министерств и ведомств, около 200 единиц вооружения и военной техники, свыше 150 летательных аппаратов. В преддверии юбилея регионы продолжат реализацию программы улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной. Сейчас в очереди стоят 13 тысяч человек. Однако с каждым годом эта очередь вырастает еще на 1000. В том числе добавляются ветераны, которые переезжают жить в Россию из бывших советских республик. Нина Свечникова, Михаил Орлов.